Сегодня 4 августа 2025 года, 17 часов. По Берлину 18, по городу Джохару. Друзья, я вас сердечно приветствую. Стрим наш идет на YouTube-канале Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Я вас всех приветствую, друзья. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пожалуйста, берегите себя, будьте осторожны. Не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Как обычно, я свой стрим начинаю с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. Информация об уничтоженных и раненых российских боевиках. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1010 бандитов, 1 танк, 8 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 77 БПЛА сбито, 1 крылатая ракета сбита и 85 автомобильной техники цистерн уничтожено. С чем я вас всех и поздравляю. Так, приветствую всех, кто вошел. Приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Ядерная война» или «Кубинский кризис 2.0». Давайте об этом и многом другом поговорим, но перед этим хотел бы немножко новостей, которые происходят. Украинские дроны вчера били по железнодорожной станции в Волгоградской области. Также ГУР сообщает, что в Мелитополе уничтожено 5 ахматовцев. Как-то так, короче, дела обстоят. Есть видеосъемка у меня на Facebook канале. Ну, такая. Не очень понятно, что там происходит. А также происходит очень сильное извержение вулкана, и не одного, а нескольких. Сейчас я вам одновременно проснулось несколько вулканов одновременно. Один из них не извергался с 1463 года, то есть почти 600 лет не извергался этот вулкан, и одновременно они начали извергаться вулканы. Шувелич, Авачинский, Безымянный, Камбальный и Крымский, Ключевский, Крашенинников. 30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой 8,8 баллов. И вот послушаем, что говорит директор Института вулканологии и сейсмологии Российской академии наук
Алексей Озеров. Сейчас, наверное, дойдем. Короче говоря, одновременно, представьте себе. Божья кара, Божья кара, Божья кара. Это достаточно опасное явление, так как он движется, спускается вниз, и при этой же скорости движения он попадет в ледник Богдановича. Ледник Богданович начнет интенсивно таять, будет перекрыта река, пойдет большое количество огромной массы воды по реке Студеная. То есть лава, магма, которую выбрасывают вулканы, они будут таять, плавить ледники и, соответственно, наводнение, которое также захлестнуло всю Россию, практически южную часть, в том числе, например, в Краснодарском крае, в Туапсинском районе. Очень мощное наводнение, ливни, смерчи. И еще вам тоже информация для размышления. Землетрясение на Камчатке – это лишь начало очередной ступени усиления катастроф. И именно об этом мы предупреждали. Сила и частота землетрясений будут продолжать расти, потому что планета вступила в фазу масштабных геодинамических изменений. Это был известный Элон Челакян, который давно, кстати говоря, предупреждал, что в Сибири может быть мощное землетрясение и выход наружу плюма, так называемого, мантийского сибирского плюма, пробуждение происходит. И вот то, что на Камчатке происходит, это говорит о том, что, скорее всего, Россия останется без Крыма, будут катастрофы, и я полагаю, что и в этом году, и в следующем, и до конца 2007 года будут землетрясения, вулканические выбросы. Но такие вот не самые для России хорошие новости будут происходить. И также хочу напомнить, что в 2018 году, 3 августа, на день ВДВ в тюрьме был убит Юсуп Хаж Тимирханов. Исполнилось с тех пор 7 лет. И жизнь, и смерть Юсупа Тимирханова показала, что один человек может очень многое. Он не только уничтожил военного преступника, садиста, некрофила, но и своей смертью продемонстрировал единение чеченского народа, продемонстрировал, что чеченцы не забыли, кто их убивал. И тогда все чеченцы, все мужское население собралось на его похороны, практически все. С других регионов приезжали люди. Вот такая вот ситуация, друзья. Вот такая вот. Очень-очень
Жаль, что его не стало. Валейкум салам, Сэм. Витаю, дорогой. Витаю. Короче, идет массированное уничтожение россиян. И непонятно, чего они добиваются. Чего добиваются, непонятно. Знаете, такое впечатление, идет утилизация вот этой. И даже не армии как таковой, а вот тех людей, которые они берут. Армия это фактически Россия, она только руководит вот этими добровольцами или наемниками, которые за деньги или насильно мобилизовываются. И идет такое массовая утилизация. Просто шлют их, шлют. А Путин хвастается, что какие-то там штурмы по всем фронтам, по всему соприкосновению, по линии соприкосновения. Идут какие-то бои там. Просто уничтожение людей идет. Просто. Невероятно. И все становится на свои места, если предположить, что Путин уже давно, как сказал депутат Федоров российский, что через полгода они поняли, что победить они не могут. Он понял, что победить не может, и начал, видимо, Ох, какая страшная авария. Когда фактически Путин играет уже, да, за то, чтобы ему шкуру сохранили. Посмотрим. BBC Медиазона говорит о 120 тысяч убитых. Что скажешь?
Да, только что как раз увидел эту новость у себя в Facebook. Да, за этот год 120 тысяч убитыми, говорит Трамп, об этом заявил. За 2,5 года ни один крупный город не взяли. А Евгений Федор, это тот, который говорил, что надо 20% населения Украины истребить для захвата. Да, Старклад, да. Ну, не знаю я его, Амар, не знаю я этого Беркана, я его так видел, Беркан Ишар, который якобы чеченец, да? Ну, вроде бы видел его новость. Владимир Владимирович Путин, лидер мира, пишет. А ты знаешь, что ваш Владимир Владимирович, на мой взгляд, уже давно играет уже не за русню. Я полагаю, что уже он 3 года, сейчас 3,5 года война идет, через полгода они поняли, что они ее не выиграют. И все становится на свои места, да. Ты не понял. Медиазона, русская служба, говорит, что РФ понесла 120 тысяч убитых пофамильно за все время СВО. Ну, прям так они пофамильно всех знают, да? Кто там погиб, откуда у них такая информация, кто им ее мог предоставить? Министерство обороны России? Ну, я медиазона BBC. Ну, я не знаю, что такое BBC медиазона. Я знаю, что такое российская медиазона. Там есть у них разные вот эти. Вот я им особо не доверяю. А вот то, что вот ты говоришь, я не знаю. Я вижу, что сейчас Трамп, только что я не зачитал вам эту новость, Трамп сказал, что за этот год 120 тысяч убитыми потеряли русские, россияне. На сегодня потери России личного состава 1 миллион 57 тысяч 140 орков, пишет Валентина. Да, уже выиграла Россию, невозможно победить. Ну, с чем мы выиграли? Часов Яр взяли. Давайте посмотрим, сколько вы брали этот Часов Яр. Давайте просто посмотрим. Бои за Часов Яр начались в апреле 24 года. Согласно сообщениям, российские войска взяли город под контроль к 31 июля 25 года, о чем заявила Минобороны РФ. Таким образом, штурм продолжался около 16 месяцев. Однако украинская сторона утверждает, что бои на западной и южной окраинах города продолжались, и город полностью не был захвачен. Точные сроки могут варьироваться в зависимости от того, как начало и конец активной фазы штурма. Ну, допустим, возьмем за правду то, что говорят русские, а не украинцы, что еще до сих пор Часов Яр не взят, говорят украинцы, а мы возьмем, что за 16 месяцев, вот как они начали. Сейчас, секунду. Получается 486 тысяч, если 1000 брать человек в среднем убитыми и ранеными. 486 тысяч, ну, по всей линии фронта, наверное, не только в Часовом Яре, но за это время почти 500 000 убитыми и ранеными потерялось. С учетом того, что Россия не может эвакуировать и не эвакуирует своих раненых, тот, кто выползет, тот сам выползет, то можно предположить, что за это время 250 тысяч погибло только россиянцев за этот период. 50%, если взять.
Часов Яр — это 12 500 населения. Это мы позапрошлом стриме обсуждали. Вот и считайте, она дороже, чем на Рублевке ваша земля там получается, которую вы захватываете. И я считаю, что Путин уже давно играет уже не на стороне своей армии. Ты про BBC говоришь, да? Я думал, про русский ты говоришь. Сейчас проверим. По данным медиазоны и русской службы BBC, на основе открытых источников, некрологи, сообщения в соцсетях, официальные соболезнования и так далее, к 1 августа 2025 года удалось подтвердить имена 121 507 российских военных, погибших в ходе войны в Украине с февраля 2022 года. Это число включает только тех, чьи смерти удалось верифицировать поименно. И как отмечают источники, реальные потери могут быть значительно выше, возможно в 2 раза или больше, учитывая неподтвержденные случаи и ограничения доступа к информации. Важно учитывать, что эти данные не включают потери самопровозглашенных ДНР и ЛНР, за исключением граждан РФ, добровольно присоединившихся к их подразделениям. Также подчеркивается, что около 27% погибших – это добровольцы, подписавшие контракт после начала войны. А средний возраст погибших к середине 2025 года составляет 39 лет. Таким образом, цифра 121 тысяча подтвержденных погибших соответствует информации от этих источников, но они отражают лишь верифицированные случаи и, вероятно, являются нижней границей реальных потерь. Ну, как-то так. Но я верю Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Я останусь при этих цифрах. Хотя, конечно же, цифры очень сильно отличаются. Если исходить из того, что 1 050 000, пускай это будет даже 2/3, например, 65% раненых и 30-35%, пусть это будет 30%. Это около 300 тысяч получается. Ну, приблизительно вот установлены, если 120 тысяч. Так что вот такие вот дела. Ну, на самом деле, знаете, эта война очень странная война. Очень странная война. Вообще невероятно странная война по всем параметрам. По всем параметрам. И то, что в тылу в Украине, то, что находится, и все остальное, все очень-очень странно. Очень-очень странное. По этим данным из Чечни 347 убитых. Ну тогда можно не верить это. Я тебе скажу, что тысячи человек остались на поле боя, их тела не привозят. Понимаешь? Вот такие вот потери в Чечне. Это только в Чечне.
Ясно. Да, чтобы не платить родственникам, их тела не забирают, по всей видимости. Поэтому нету данных. Плюс люди запуганы, не говорят, не пишут. Многие просто бомжи. Асан, сделай краткий прогноз по русско-украинской войне. Мой прогноз я уже давал, еще раз его подтверждаю. Мне кажется, что война продлится до конца 27 года, в 27 году, то есть этот год, следующий год и 27 год будет война. И все, что мы видим, мне кажется, уже, знаете, как-то очень все странно это все кажется. Все, что тут происходит. Такое впечатление, что просто потихонечку у Путина отжимают потихонечку, да, чтобы Путин сдавал, территории сдавал, ну и все остальное. И вообще надо избавиться от ядерного оружия, которое, по всей видимости, есть. Потом вот этот орешник, он какой-то, этот орешник, о котором говорят, какой-то даже и не орешник совсем получается. Да, не кажется вам? Где-то он по Украине им стрельнули, но мест разрушения нам не показали. Ну, не было, я не видел этих съемок. Куда попал этот орешник? Уничтожили какой-то завод там и так далее. Что-то я не увидел. Орешник. Никакого разрушения этого орешника мы не видели. Но то, что Трамп послал 2 подводные лодки атомные куда-то, не сказал куда, к России он не сказал, соответствующий регион он сказал, соответствующий регион Россия занимает Евразию, континент, 2 континента занимает. Там просто где угодно может быть. Так вообще вокруг России идут сейчас учения, то есть на той стороне России, где Япония, там идут учения американо-японские. Как-то так. Поэтому я полагаю, что война продлится до... Большому сожалению, у меня плохой прогноз, я вам честно скажу. 2 года еще продлится эта война, грубо говоря. И после этого у России отожмут часть территории отожмут у России. Часть Китай заберет, часть американцы, японцы, турки заберут. И, например, есть вероятность, что Кавказ, например, будет поделен, как за хребтом, это Северный Кавказ. Он останется за фашистской Россией, Южный Кавказ останется за НАТО, за американцами, за турками. И ну вот я такой прогноз вижу. Какая-то часть, ну никто из России уходить не намерен. И вообще я не вижу, чтобы кто-то хотел развалить Россию. Да,
Сибирь, Дальний Восток, вот эти территории отожмут, там много полезных ископаемых, мало людей проживает. И, ну вот как-то так я вижу. Ничего такого выигрышного для Украины, для чеченцев, для россиян, для русских я не вижу в этом. Абсолютно. Наоборот, если сейчас, сейчас полный игнор идет чеченского вопроса, уже, ну сколько можно игнорировать этот вопрос? Вот игнорирует, и игнорирует, игнорирует, игнорирует. Сколько это может продолжаться? Если кто-то собирался что-то делать, вот есть Аят Эдигов неоднократно говорил по поводу вот, стран Балтии. Вот у них Джохар Дудаев для них много сделал. Он герой у них там, почитается, уважается. Не признают наш президиум, ичкерийскую власть. Ну, как-то так, друзья. Как-то так. Краткий прогноз. Ничего хорошего не вижу. Ничего хорошего не вижу. А сам продержится Украина до 27 года. Я думаю, продержится Украина. Украина на самом деле, если вот исходить из того, что сейчас тут пишут, там, она несет потерь меньше. Очень много добровольцев со всего мира Украине помогают. Я думаю, Украина, конечно, продержится. У Украины выбора нет. Понимаете, и деваться некуда. Что она может делать? Сдаться? Ну, кто-то сдастся, и так кто-то же сдается, правильно? А кто-то, если даже не будет никакой помощи, тот уйдет в партизаны и будет партизанить. Понимаете? Поэтому Украина не проиграет. Имеется в виду, не проиграют в смысле, не захватят Киев. Киев захватить просто невозможно. А то, что гибнут люди, да. Орешник был без боевого заряда, говорит. Ну, даже если он был без боевого заряда, мы же должны были увидеть последствия этого падения. Вот я сколько смотрел, я не нашел ничего. Падение Орешника, ничего. Я каждый день вижу, что они показывают, хотя могли бы так вот не смаковать все там, каждый там, когда они там разрушают дома там и так далее. Да, гибель людей нужно говорить, показывать, но это таким образом на людей наводит депрессию, панику, страх на простых граждан. Именно с этой целью русские бьют именно по гражданскому, по роддомам, по больницам, по школам, детским садам, по жилым домам. А это не показали почему-то. Не знаю почему. Какая-то странная война, странная во всех смыслах. Знаете, такое впечатление, я уже давно это мнение уже высказываю, Путин просто играет уже на стороне Запада, Америки. Он уступает им что-то. За этот период, как началась война, широкомасштабное вторжение, да, произошло сдача Сирии, произошло сдача Армении, произошло сдачи, конечно, не уровень, конечно, но все равно Телеграм Дуров прилетел сам. Нападение на Израиль произошло, сдача, соответственно, Ирана, России, сдача тех же позиций, которые были вот в секторе Газа, Хамас, Мамас там, и все вот эти пропагандисты российские, они почему-то хотят, чтобы там мусульмане со всего мира поднялись и напали на Израиль. А почему русские не нападут? Почему там, сами не потянут свою вот эту ношу? Поэтому вот если посмотреть, что происходит, то Путин все сдает. Фактически все сдает. Никакого какого-то толка я не вижу, что
какой-то выигрыш или плюс идет. Все сдается. Через полгода, я так понимаю, он понял, что он не справляется, пошел на попятную и потихоньку сливает. Все сливает. Что от него требует, то он сдает. Наверное, с этим связано. Сейчас как раз посмотрим, что будет на самом деле. Сейчас ситуация очень интересно развивается. А так, я думаю, Украина продержится и до 27-го, и сколько угодно. Если будет финансирование, будет поддержка вооружения, то, конечно, Украина продержится. А, кстати, Курск отпустили, это уже как бы, наверное, такая уступка была для Путина, да? И Курск, освобождение, продержалось буквально 8-9 месяцев. После этого все, отступили. Странно, конечно. Какой-то труба, проброс, помните, какая-то труба, проброс, там вышли в тыл, там какие-то там несколько десятков человек. Оказывается, все дело было, оказывается, в несколько десятках человек, которым нужно было оказаться за спиной украинцев, чтобы украинцы все ушли оттуда. Невероятно, странно все. Буданов то, что творит, то, что внутри Украины, то, что агентура действует, вот этот Кирилл Буданов, например, то, что он там какие-то странные вещи делает и говорит, что он Крым уже берет, потом Крым не берет. Короче, невероятно, очень странная война, я уже не знаю, то есть, чему здесь верить, кому верить. Они просто ударили болванком без заряда для предупреждения. Ну, понятно, хорошо, не было боевого заряда, не было... Всего этого не было. Тогда объясните мне, почему нам не показали эти кадры? Где-то вдалеке, в темноте, что-то там вниз падает такое яркое, и все. А где место падения, еще чего-то? Можно же это было показать, правильно? Нам вот каждый день разбитые квартиры, разбитые роддома, больницы, там куда вы идете, все это показывают. А это почему-то не показывали нам. Или если это есть, покажите мне. Покажите. Дайте мне ссылку, чтобы я увидел вот место падения, вот на этот завод, на какой там они завод говорили. Покажите. Я не видел этого всего. А война очень-очень странная. КамАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ, ПАЗ на грани остановки. Газпром уже стоит дешевле игрушки Лабубу, говорит Валентина. Да, полностью согласен. Вот это, да, вот этого добиваются. Россия лишается своей экономической силы, полностью всех связей с Западом, с Европой в частности. Поставки нефти и газа российского прекратились. Ну да, Россия слабеет, да, и каждый день Россия слабеет. Ну, не вижу, чтобы была какая-то там военная составляющая. ФСБ действует, орудует, например, здесь, в Европе. Посмотрите. Они же здесь открыто все действуют. Гудковы, Ходорковские, кто там еще, Пономаревы. Ну, сколько их там перечислить? Фейкины, Мейкины. Всех. Ну, например, того же Арестовича возьмем, который вместе там с Дугиным являлись там идеологами русского фашизма. Ну, Дугин идеолог, а этот его коллега. Потом еще там усатый один есть в Украине. Чувак тоже из их компании. Арестович уехал, улетел в Америку. И все, санкции. Вот санкции на него наложены. А как это объяснить?
Объясните мне, как это санкции наложены? Это человек, если он преступник, если он предатель, если он изменник, если он пророссийский, а он уже открыто пророссийские речи сидит, толкает, то почему только санкции? Это что такое? А как он в Америке тогда находится? Я не могу понять. А что, разве Америка не может... Америка украинцев, которые там находятся, там, которые там а, преступления совершат меньшего порядка, с удовольствием выдаст. Выдадут таких Украине. А это вот даже в розыск не объявляют. Просто санкции. Что значит санкции? Он что, в России находится? Что на него санкции накладывают? Он россиянин, что ли? Ну, вот эти вещи очень непонятные, вообще непонятные. Абсолютно. Странно все. Так, на кого работает Путин? Я думаю, Путин работает в первую очередь на себя, конечно же, на террористическую банду ФСБ, на себя, но сейчас он уступает все, что от него требуется, например, тем же американцам, тем же англичанам, может быть. Ну, посмотрите, что стало с Сирией. Сколько за эту Сирию они там дрались, держались за нее. Что стало с Ираном? Ничего не сделал Путин для Ирана. Что стало с Нагорным Карабахом? Все слили. Все это началось вот в этот промежуток, понимаете? Намного таких вещей сейчас начинать вспоминать, все уступают, уступают. Они прямо говорят, вот этот Федоров говорит, что через полгода было понятно, что победить они не могут. Все с тех пор идет тут просто мясо, вот, мясные штурмы. Победить мы в этих штурмах, в этом войной мы не можем, они прямо говорят. Это Федоров говорит. А он человек Путина, сам об этом говорил. А Путин говорит, что украинцы говорят, просят перемирия для того, чтобы там потому что они по всем фронтам наступают, по всей линии соприкосновения. Тоже странно. И вот этот ядерный, вот этот кризис, который сейчас разворачивается, наподобие кубинского ракетного кризиса, который был в 1962 году, да? Что с этим связано, тоже непонятно. Дмитрий Медведев пишет какой-то твит, Путин говорит о каком-то орешнике и отправляются ядерные подлодки. Зачем? Зачем это делается? Для чего это делается? Невероятно. Асан, когда, по-твоему, Чечня станет независимой? Ну, наша Чечня, она независима, она временно оккупированная. Независимое, суверенное, демократическое, правовое государство, временно оккупировано оно. И, знаешь, когда Басаева спросили по поводу, когда там победа будет и так далее, сколько еще ждать, он привел Хаджу Насреддина и сказал, долго ли ждать перемен? Он сказал, если ждать, то долго. Вот если мы ничего не будем делать, то тогда и не станем. Вот я вам приблизительный план, какой у них по разделению Кавказа, созданию исламистского гетто под видом халифатика. Я вам уже этот сценарий, который мне представляется, вам рассказал. Ну, никто не собирается нести ответственность за те преступления, которые над нами они совершили. Они сделают все возможное. Они всех оставшихся нас уничтожат, чтобы не отвечать перед нами. Понимаете? Как-то так. Как-то так. Как ты думаешь, ГУР связан с ФСБ? А что значит связан? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду?
Я видел фейковую медальку, которую Ахмед Закаев и его люди напечатали и передали через Кирилла Буданова Зеленскому. Если ты это связь можешь назвать это связью? Сын Матвиенко почему живет в Италии? Да, Валентина. Вообще очень много странных вещей. Понимаете? Очень много странных вещей. Алейкум салам, Хагдан. Эта война похожа на мерзкий спектакль. Чем дальше, тем больше она начинает на него походить. Витаю, да, кто-то думает, Украину делает Беларусь 2:0. Кто там дает, кто-то сдает Украину, делает Беларусь 2:0. Ну, странно, конечно. Ага, Путин должен воевать за Газу, мусульманский мир будет в Инстаграме флажки выставлять. Ну, причем здесь мусульманский мир? Какое отношение имеет ваша террористическая частная военная банда Хамас, русская, ГРУшно-ФСБшная, к мусульманскому миру? Это ваши друзья, вы с ними 70-80 лет носитесь, как с писаной торбой. Вы с ними, сирийцами, с арабами Палестины, с египтянами, с ними же, вы же, это же ваши друзья. Они у вас там на Патрис Лумумба в Институте дружбы народов обучаются, вы их деньгами, оружием снабжаете. Тот же Халид Машер, когда его назначили в 2005, точнее избрали демократическим путем, на второй день прилетел в Москву, видать, за инструкциями и деньгами. Причем здесь мусульманский мир? Алейкум салам, доброго дня, Орлан. Доброго дня. Чеченцы рулят. Классная у тебя ник, Леон. Да, странно все, конечно, но интересно, будем наблюдать. Я думаю, что если война еще продлится, ну, я думаю, вот эти затягивания, сейчас будет противостояние, сейчас будет атомное противостояние, должно быть обязательно сейчас провести испытание, накручивание этой системы, вот этой всей мощное такое нагнетание будет, что вот, сейчас русские нанесут ядерный удар, потом американцы, вот, мы сейчас по ним нанесем удар. И ничего не будет. И ничего не будет. Я уже как бы думаю так. Когда Ирак бомбили, кто-нибудь наказан был? Конечно, Саддама Хусейна повесили. Рука руку моет, но остается грязная. Шалом, Иркин. Слава Украине. 4-5 дней осталось, что будет делать Трамп. Или опять ничего, просто болтовня. Большому сожалению, Иркин, может быть, просто болтовня это будет. Просто болтовня это, мне кажется, будет. Ничего не будет. Ну, оружие Украине поставляют. Будет Украине еще больше оружия, может быть. Хотя, что поменялось с Украиной? Там что, вы вычистили КГБ УССР? Нет. Ничего не произошло. Оружие сейчас начали поставлять. Что изменилось? Короче, странные вещи происходят. Слабость Украины, знаю, что не смогла свою независимость создать.
И Трамп открыто говорит, что потратил около 300 миллиардов и 5 миллиардов на госперевод, чтобы Нуланд вас печеньками покормила. Ну, я тебе скажу, дорогие, конечно, печеньки за 5 миллиардов долларов, я тебе скажу. А так, ну, вашего российской вот этой федерации не существует. Понимаешь? Вообще, кстати говоря, по поводу вот этой фашистской Российской Федерации. Скажите, за это время вначале был такой разговор, нужно лишить права вето, нужно ее, Россию, там, СССР исключить из постоянных членов Совета Безопасности ООН и так далее. И тишина. Представьте, просто говорили, 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 а потом как будто не говорили. Просто замолчали. Как это так? Как это вообще возможно? Невероятно, конечно. Почему не исключают Россию? Почему вот сейчас идет война, Израиль союзник США, и Россия использует свои возможности постоянного члена Совета Безопасности, все вот эти возможности ООН, и оказывает давление на Израиль и так далее. Ну как так? Интересно, конечно. Я думаю, война продлится. Сейчас будут события, сейчас будет нагнетание обстановки. Вот сейчас нанесем ядерный удар, вот сейчас нанесем ядерный удар. И не будет никакого ядерного удара. Болтовня будет. Поболтают, поболтают, а украинцы дальше гибнуть будут. Вот и все. Да, Россия не помогла ни армянам, ни палестинцам, ни иранцам. А сейчас то, что разворачивается событие вот между Алиевым и Путиным. Алиев потомственный КГБшник. Никакой демократии там нет, как мы знаем. И даже если там была бы демократия, то по наследству власть не передается в демократии, как мы знаем. Ну, может, в какой-то демократии передается, но я что-то не слышал такого, что по наследству передается власть. Всех это устраивает. Всех это устраивает. По какой причине это устраивает? Ну, я разговаривал с азербайджанцем одним. Он говорит, ну, мы побаиваемся. Не как, конечно, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, но тоже там особо попробуй покритикуй так открыто Азербайджан, ну, своего лидера. Все, у тебя могут возникнуть проблемы, говорит. Странно. Все это странно. И теперь он в противостоянии встает. Представьте себе, какой такой дерзкий наезд на Россию. Россия почему-то идет на попятную, особо тоже не отвечает. Странно. Очень все странно. Говорят, президент Америки не может в единоличном порядке отправить атомные подлодки. Поговаривают, что это трёп Трампа. Ну почему не может, если это президент Соединенных Штатов и есть угроза? Да там они и есть, эти подводные лодки. Он просто сказал, что да, вот мы их отправляем. Они и так, все моря, все океаны, они же и так, тем более, что в первый раз, что ли, угрожают. А когда первая каденция, когда Трампа была, помните, Путин выступал, он показывал на резиденцию Трампа, как летят ракеты. Помните? Там, что вот мы все можем там и так далее. А что тогда не послали? Куда еще больше? Не бывший президент об этом говорит, а действующий президент хвастается, прямо показывает, как эти ракеты летят на резиденцию Трампа, на Соединенные Штаты. И ничего не было, проигнорировали. Поэтому, не знаю.
Я попал на Всемирный еврейский конгресс. Ясно. Заур, ты, я полагаю, подхолопный, поэтому мы тебя забаним. Начали они теперь усиленно распускать слухи. ФСБ свою пасту кормят сказками о врагах на Западе, но при этом своих детей туда отправляют жить, там недвижимость покупают. Да, и почему-то странно, что здесь на Западе их принимают, понимаете? Миллиарды, триллионы уже, да, выделяются на то, чтобы собираются для НАТО, там, для вооружения и так далее, и так далее. И эти люди не могут их здесь остановить. Вот здесь, в Германии, не надо далеко ходить. Вот вся ГБшная, ГРУшная агентура здесь живет, действует открыто, я вам заявляю. Открыто. Мне никто ничего доказывать не должен. Здесь спокойно живут, проживают, все, чувствуют себя, наверное, неплохо. О чем вообще разговор? Как это вообще? Это странная вообще ситуация. Почему, когда он голосовали о том, что Россия агрессор в Украине, Израиль тоже проголосовал против этой резолюции, резолюции? Да, Фаиза, я не знаю почему. Я не знаю почему. Абсолютно не понимаю. Почему? Почему российские евреи, которые с верой и правдой служат Путину, ФСБ, спокойно перемещаются в Израиль и обратно? Хотя всем известно, что за 7 октября стоит Россия, день рождения Путина. Редкостные тут извращенцы к нам пожаловали. Сейчас, подождите. Сейчас заблокирую вот этих. Аслан Арцуев чеченский националист, предки которого из Чечни. Никакого отношения ни к евреям из Дербента не имеет. Так что троллятина, оставьте свои сказки. Но я не националист. Я не националист. Я не националист. Я занимаюсь тем, чем занимаюсь, только лишь потому, что чеченцы самый ущемленный народ. Я этим занимаюсь, потому что на глазах всего мира уничтожили более 250 тысяч наших граждан и делают вид, что этого не произошло, что ничего не произошло. И я хочу, чтобы это не забылось, и убийцы наши понесли ответственность. И только поэтому, а не потому, что я националист. И если я заступаюсь за чеченцев, это не потому, что я националист, а потому, что некому за чеченцев заступиться. Никто за чеченцев не заступается. Нас хотят сделать, держат, до сих пор держат инструментом в руках и хотят нас использовать. Я против того, чтобы нас использовали. И да, я из одного из самых древних и самых чеченских тейпов Нашхо. Одного из самых чеченских тейпов. И никто не может мне предъявить вот эту... Но это для чего они говорят? Для того, чтобы они про Дудаева то же самое говорили. Это нужно им для того, чтобы представить нас, что я говорю, если я, например, поддерживаю Израиль, показать, что
он поддерживает, потому что он еврей. Не потому что евреи правы, а я поддерживаю, потому что они правы в этом деле. У них свое государство, и они просто хотят жить в своем государстве. Вот и вся канитель. Вот и все. Если бы арабы Палестины оставили бы Израиль в покое, дали бы им право на государственность. У них свое государство уже было, то есть у арабов. Но они не оставляют. И поэтому нужно, чтобы чеченцев выставлять антисемитами. Мы должны на весь мир должны быть продемонстрированы такими дикарями, антисемитами, исламистами, фашистами и так далее. И это вот нам навязывание идет со всех сторон. Поэтому они меня представляют евреем. Хотя, ну, это их любимое дело, да, врать. Россия должна пройти перерегистрацию, и проблема ее членства в Совбезе решится сама собой. Ну, по уставу, Валентина, по уставу есть 5 членов постоянных, 10, всего 15 членов Совета Безопасности, 5 постоянных. Вот, и это СССР. Для того, чтобы исключить Россию, ее нужно, весь устав нужно менять. То есть нужно новую организацию создавать, заново ее создавать. Как-то так. Как будто бы потихоньку сливают русскую общину. Нет. Ну, я думаю, что нет. Она просто сейчас не особо в тренде. Но нет, ее не сливают. Если ты увидишь, что ее сливают, когда их будут просто по одному выхватывать и сажать в тюрьму, вот тогда да. А пока нет. Салам, салам, дорогой. В Германии много ФСБшников, еще со времен ГДР остались. Да, да. Да. Вы почему мир подписали, мир с Россией, чеченцы? Ну так любая война заканчивается миром. Подписали, потому что не хотели с вами войны. Понимаешь? Мы ни с кем не хотели войны. Это вы же на нас напали. У чеченцев в России все отлично. Ну, так себе я скажу, отлично. Это каких чеченцев ты имеешь в виду? Те, которые вам служат, да, у них может получше, чем у остальных. Остальных на фронт отправляют. Аслан, пожалуйста, поправь азербайджанские СМИ, что город Грозный не Грозный, а парламент Ичкерии переименовал город Джахар. Да, совершенно верно. Обратил внимание, мне вот подсказывает Эд, что Азербайджан начал говорить, что вот там Калининград будут называть Кёнигсбергом. Но это такая долгосрочная такая цепляловка идет сейчас. Значит, противостояние сейчас будут. Это же нужно время, чтобы в головах мозги поменять людям, чтобы Азербайджан, внутри России азербайджанцы будут прессоваться Россией. И там вот эти разные, ну, обострение идет, конфронтация такая усиливается. И город Грозный называют Сюльжгал. Ну, наверное, какие-нибудь советники там есть. А так, вообще-то, если вы по-честному Азербайджан себя должен показать, то я думаю, что нужно не Сюльжгал называть, а город Джахар. Джахар-Гал. Потому что в 1997 году парламент Чеченской Республики Ичкерия на законном основании переименовал нашу столицу в город Джахар.
Поэтому было бы правильно называть, если Калининград называют Кёнигсбергом, азербайджанские СМИ, то правильно было бы называть Джохар. И было бы и уважительно, это было бы так называть. Ну, почему-то начали Сюэльжгал говорить. На каком основании Сюэльжгал? Видите, вот каждый ищет какие-то странные такие непонятные какие-то шаги делать начинает. Для чего это делается? Для чего Азербайджан называет, например, Сюэльжгал? Почему именно Сюэльжгал? Вот если называют. Почему не Джохар? Сюэльжгал это нету этого названия. Ну, оно было как бы в обиходе у чеченцев. Вообще на месте это Сюэльж это Сунжа. Сюэльж это река наша Сунжа. Название, вообще сама крепость Грозная образовалась на месте, по некоторым данным, 7-8 населенных пунктов, которые русские просто сожгли, уничтожили и построили там на этой реке вот эту крепость Грозную. Сюэльжгал было это такое, ну, может быть, где-то раньше, когда там была какая-то Горская республика, которая тоже к Турции, там, к Англии имела отношение. Не знаю, с чего они берут, но вот все делают вид, что вот Ичкерия не существует. Вот, даже вроде бы Азербайджану, вроде бы там, близкое, дружественное. Но тогда объясняется, почему Алиев, потомственный КГБшник, выступает на этой позиции. Ну, странные вещи, конечно, очень странные. Передайте, пожалуйста, своим средствам массовой информации, уважаемые азербайджанцы, если вы меня смотрите, чтобы они не называли Сюэльжгал. Хотя в чеченском языке мы, да, Сюэльж называли. Альхамдулилlah. Ой, извиняюсь, я, кажется, немножко простудился вчера. Ты обычный предатель Родины, говорит Леха. Почему, Лех, я предатель Родины? А ты с каких пор меня причистил к своей фашистской русне? Никогда не был, не признавал, не был вашим гражданином. Насильно вы мне паспорт подали. Знаешь, мой паспорт ваши менты в Санкт-Петербурге порвали, и там мне выдали новый с гражданством российским. Понимаешь? Ну, есть Ведено, есть Аргун, есть города, которые основали. Гымс есть. Ну, Урус-Мартан, наверное, это все-таки, это, конечно, чеченский населенный пункт, но тоже считается городом. Ну, Урус. Я думаю, туда заселяли в основном урусов. Да. А так, если ты последние 350 лет, 300 лет воюешь, то тебе как-то не особо до организации. Так у нас города целые были, и на возвышенности, там в горах были целые населенные пункты. Ну, города не в сегодняшнем, конечно, понимании этого, а большие такие были территории, ну, которые заселялись, застраивались такими башнями, дворцами, такими этими строениями. Ну и в итоге получилось то, что получилось.
Как думаете, Россия сможет победить Азербайджан? Ну, что значит победить Азербайджан? Если Азербайджан будет один воевать, то да, сможет. Если же за Азербайджаном будет стоять Турция и блок НАТО, то нет, не сможет. Потому что у Турции самая большая после США в НАТО армия. Поэтому я не думаю, что дойдет до войны против Азербайджана. Будет такое, знаете, противостояние. Может быть, там обстрел будет, может, там будут друг друга там постреливать. Если Иран присоединится еще, может быть, и то сейчас как-то уже как-то странно кажется, что Иран даже будет принимать в этом участие. Скорее всего, вот из головы у меня не уходит вот этот план, который они сейчас организовывают, создать из российских южных провинций и временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия исламское гетто, которое будет постоянно терроризировать там Грузию, Азербайджан, там именно с самолета, для чего хотели сбить над... Если бы Азербайджан на самом деле, руководство Азербайджана, вот это то, что они сейчас переименовывают, Сюэльжгал, там, Кёнигсберг, вот то, что вот они это делают, если бы они бы реально хотели бы с нами считались бы азербайджанцы, руководство имеется в виду Азербайджана, они бы назвали бы Джахаргал, понимаете? Но этого не нужно. Они признали бы Чеченскую республику Ичкерия. Они признали бы Аллу Дудаеву, Аяда Идигова, наш президиум, правительство ЧРИ. Но этого они не делают. Я думаю, что это будет такая игра, если реально, если хотят, смотрите, когда украинцам реально нужно было, когда широкомасштабное было вторжение, они сразу признали нашу Ичкерию, территорию оккупированной, и что над нами совершен геноцид. Ну и все. А сейчас, если Азербайджану это нужно было, они бы тоже признали бы. Но никому, чеченцы свободные, сильные, вольнодумные, не нужны на Кавказе. Нужно создать исламистское гетто, где будут терроризировать Грузию, Азербайджан, оттуда будут потом нападения а как будто Россия будет не при делах, как это было с сектором Газа. И вот будет вот это все. Вот я такой план вижу у русских. И причем, если не только у русских. Почему Азербайджан, за которым стоит, например, Турция, которого, например, Ильхама Алиева там рекламирует Дональд Трамп, выкладывает у себя в социальной сети его там высказывания про осушение Вашингтонского болота там и все такое. Почему бы Ильхаму Алиеву не признать Чеченскую республику Ичкерия? Ведь Басаев, чеченцы воевали за Азербайджан. Мы в очень хороших отношениях с азербайджанским народом. А почему не делают? Но если реально ты хочешь русским насолить, то сделай это. Вот украинцы хотели насолить, они сразу же признали. До этого не признавали, а потом раз и признали. А вот не признают. А почему? Вот вопрос возникает. Поэтому, знаете, какая-то двойные стандарты, короче говоря. Как они будут терроризировать? Ну, например, Старклайд. Я считаю, что будут, например, нападать на Грузию. Понимаете? Исламисты из Дагестана, например, будут нападать на Грузию. Да? Ну, как условно говоря. На всех врагов России будут нападать. На Грузию, на Азербайджан, там теракт, тут теракт, какой-нибудь смертник заедет, взорвется, там оболванят какого-нибудь молодого пацана, загрузят его взрывчаткой и пошлют. Он пойдет или с ножом нападет, как это было в Израиле. Вот это будет
И будет такой террор, постоянный террор. И главное, чтобы Чеченская Республика не стала субъектом международного права, чтобы мы не могли требовать, чтобы у нас не было справедливости в отношении нас, чтобы мы не могли привлечь к ответственности тех, кто нас убивал. Понимаете? Ну вот это все, к этому все идет. Об этом они говорят, мечети понастроили. Ну вот это, на мой взгляд, это очевидно. Я надеюсь, у них это не получится, потому что чеченский народ еще скажет свое слово, да, слишком рано списывают, да, со счетов. Но посмотрим, посмотрим. Азербайджан не признает Ичкерию, потому что там КГБшная власть. Скорее всего. Так, приветствую вас, спасибо за поддержку Украины. Спасибо. Спасибо, Архангел, спасибо, приветствую вас тоже. Они так кормятся от России, что им плевать на Ичкерию. Вот если представим, что война с Азербайджаном, то тогда признают, то признают. Ну, не будет, мне кажется, войны. Не посмеют. Не посмеют эти полезть туда. Они с Украиной справиться не могут сейчас открывать второй фронт. Их будут постоянно так, азербайджанцы будут там, Ильхам Алиев будет. Такой управляемый кризис какой-то, понятно? Мы как дураки будем друг друга там бить по голове. Вот получается так. Два КГБшника, Путин и Алиев, будут там изображать из себя. На это я еще обратил внимание, как Алиев, когда ему задают вопрос, как вы на Горный Карабах вернули, никогда не сдавайте. Причем задает вопрос КГБшник Гордон. КГБ Украины задает КГБшнику Азербайджана по ситуации с КГБ России. И Ильхам Алиев говорит, короче, что он не сдавался, что он никогда не отступал. Ему говорили отступи, он не отступал там, 3-10 и так далее. Я думаю, когда же он скажет, что это азербайджанский народ все-таки сделал? Когда же он скажет, в конце он сказал, ну и, конечно же, азербайджанский народ, в конце добавил, ну вся такая, все лауры, все такие успехи, это как будто Алиев все сделал. Лично пошел, взял своего сына, дочку, внуков и освободил это. Да, конечно, Запад помог, все там, и дипломатия нужна, и связи нужны, конечно, без этого. И, конечно же, я думаю, американцы там помогли. Но такое впечатление, что вот он там лично сам это освобождает. Я думаю, никогда бы Джохар Дудаев так не говорил бы, как он это говорил. Никогда бы Джохар так не сказал бы. Но нет. Поэтому, не знаю я, что там будет. Не признают, ну не признают. Будем знать, да. Мы самодостаточны, да. Мы обойдемся и сами справимся, как говорится, сами с усами. Сами с усами. Азербайджан не может признавать Ичкерию. Зато азербайджанцы постоянно говорят, что Армения и юг Дагестана их земля. Ну, может, есть какие-то на это основания. Я думаю,
некоторым дагестанским народам лучше быть с Азербайджаном. Хотя какая разница, если там диктатура и здесь диктатура. Если там нет демократии, и здесь нет демократии. Ну, сейчас посмотрим. Какие двойные стандарты, даже очень двойные стандарты. Одних сносят, у вас нет демократии, если у вас нет демократии, то мы идем к вам, а других, наоборот, поддерживают. Странно. Зеленскому в овальный кабинет или в Белый дом нельзя не в пиджаке приходить, а какому-нибудь саудовскому королю можно. Принцу Саудовской Аравии можно убить своего критика и расчленить его в посольстве в Турции, в саудовском посольстве в Турции. И ничего, и с ним опять дальше общаются, разговаривают. Нормальный парень, он друг Путина. Короче, лицемерие правит миром. В Турции АЭСскую РФ не может дать зарплату за 3 месяца в Турции. Мне интересно, почему Рамзан Кадыров может в Турции спокойно находиться, плавать. Почему так? Вроде везде он под санкциями, вроде преступник, вроде Турция и Эрдоган там за чеченцев там поддержит. А где тогда чеченцы, если убийц чеченцев там принимают? Короче, невероятно. Да, если Россия начнет войну, начинать с Азербайджаном, они туда будут посылать Дагестан, чеченцев, осетин, кабардинцев больше, чем Украину. Конечно, конечно. Они для этого, мне кажется, и готовят этих людей там, подготавливают и так далее. Да. Это одно целое. Что ты имеешь в виду, было одно целое? Алейкум салам, Святослав. У тебя чисто такой святой ник. Витание с Украины. А, ты украинец. Я думаю, ассаламу алейкум рахматуллах пишешь. Рахматуллах. Достаточно ассаламу алейкум. А то, когда ты пишешь уже рахматуллах, это ты уже там уже далеко уходишь. Да? Ассаламу алейкум, мир твоему дому. Вот так в Коране сказано, что нужно приветствие друг другу говорить. Мир твоему дому. Витаю вас, Святослав, витаю вас. Я думал, ты прикалываешься. Хусейн, Каддафи, посмотри, как жили при диктатуре, а потом говорю. Или Машволь тоже подойдет. Можно говорить Машволь тоже. Хусейн, Каддафи были диктаторами и получили то, что полагается от своего народа. Дикьер. Дикьер это значит хороша. Ну, в женском роде. Дикьер. Диквор, дикдар, дикьер. Это разные рода. Дикьер это дикьер, ну, в женском роде хороша, хорошая. При Хусейне жили хуже, чем сейчас. Да, конечно, это диктат, это все бред. Это только вот россиянин может такую чушь писать. Что демократия это развал страны, а диктатура это хорошо. Но это только просто раб может. Просто генетически, психологически просто раб может такое писать. Понимаете? Ну, конечно, их империи демократия не подойдет, потому что у них название Российская Федерация. Федерация это значит равные, значит, права. А какой вот здесь равности может быть, если
Они... Ну, уже говорю, в Конституции у них уже никакая не федерация. Чего хотят, то и пишут, короче. Чего хотят, то и делают. Хвала Всевышнему, я мусульманин, я украинец. Ясно, ясно, Святослав, ясно. Так, дякую за пораду. Хорошо, пожалуйста. Сегодня, видимо, они решили меня ограничить. Вчера слишком они запустили. Вчера у нас было сколько? 100 с чем-то тысяч просмотров. Сегодня они решили перекрыть нам все пути, и чтобы мы сегодня не особо, и поэтому, видимо, на России нас не особо показывают. И троллятины сегодня нет, как вы заметили. Даже, знаете, я им даже не перекрывал кислорода, троллятине. Нет, и сегодня они не активны. Нам особо стрим не раскручивают, как вчера они, позавчера делали. Если Украина победит, все станет на свои места. Вообще-то да, Томас. Но что значит победит? Я так вижу, что Украина может ну, просто утилизировать определенную часть российских вот этих бандитов, и все. И все. Что значит победить? До Москвы дойти. Ну, никто не собирается Украине помогать, никто не собирается заходить туда. Посмотрим. Да, знаю, пятка дряхлая. Пятка дряхлая. Знаю, да, ни за какой он не за Ичкерию. Ни за какой он не за Ичкерию. Это провокатор, который специально обучен именно вот в этом русле, и чтобы вот он на людей вот это сбивал и разделял, чтобы тот, кто за Ичкерию, якобы против мусульман, против ислама, вот таким образом представить. И вот специально вот одна его линия, только этим они занимаются. Ну, люди ограничены либо по заданию, либо просто умственно ограничен в знаниях своих. Поэтому не за Ичкерию. Тот, кто за Ичкерию, говорит за Ичкерию. Понимаете? А не какие-то хадисы выдуманные, придуманные, сомнительные, там бред собачий разный. Придумывают, сидят, рассказывают. Такие же всегда были. Всегда были КГБшники, когда чисто методы КГБ, когда в советское время у нас на телевидении в Чечне, там, Чечено-Ингушская ССР тогда была, сидел чувак и рассказывал там, что Бога нет, доказывал. А это так, это вообще дилетант по сравнению с научным атеизмом, который был в советское время. Хотя школа похожа, КГБшная, да. Ну и представляется, что там за Ичкерию и так далее. Так если ты за Ичкерию, ты говори за Ичкерию. Ты делай за Ичкерию, а ты только все время, если твой контент, тебя все раскручивают. И такие же раскручивают, с ним спорят, договариваются. Ну и все. Ты сразу видишь, сколько основная тема, о чем обсуждать. Я, например, обсуждаю права человека, Ичкерию обсуждаю. Вот
видно сразу мое направление, о чем я думаю, о чем я говорю. А если вы говорите все время про Кадырова, как, например, там другие блогеры, ясное дело, что они не против России, а против Кадырова. То есть власть им нужна, жажда власти у всех. Все хотят власти, денег, должности хотят. Если ты говоришь все время про какие-то сомнительные хадисы, нападки на мусульман, на весь ислам, на которые даже там самые ярые враги ислама не делают, то ты сразу делаешь вывод, что никакие одни ичкерийцы, это балаболы, которые делают то, что нужно делать. Да? Алейк салам, пользователь, Машволь. Расскажи что-нибудь интересное нам про Ичкерию. Что, например, ты хотел бы? Про Кадырова часто на украинских каналах говорят. Да, на Украине один Кадыров враг. Один Кадыров враг. Добрый день, Милана, добрый день. Ничего не знаю, говорит. Ну, я уже стрим заканчиваю, 1,5 часа в эфире, друзья. Я закончу сегодняшний стрим. Я, кажется, заболеваю немножко. В Советском Союзе были школы по деисламизации. Не было в Советском Союзе школ по деисламизации. Был час по телевидению был, я помню, час научного атеизма. Час научного атеизма. Они рассказывали, научно доказывали, как... Ну, это та же школа, только дилетанты, да. Ладно, завтра будет стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Приходите завтра, и на чеченском, и на русском языке будет. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Адиквель маш оль, все будет Ичкерия. Ночи ам динду. Адиквель маш оль. До свидания.